В Республике Коми организован сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. С такой инициативой выступил глава Коми, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Уйба. Я сейчас сделал обращение письменное ко всему бизнесу, большому, малому, среднему, ко всем хозяйствующим субъектам с просьбой оказать такую помощь гуманитарную. Сам тоже лично включусь, тоже приобрету всевозможные средства, в том числе гигиены, для того, чтобы вложить свою толику в этот гуманитарный груз. Думаю, что это не первый и, может быть, далеко не последний вот такой гуманитарный груз, поэтому всем, кому не безразлично сегодня переживания и боль, которую испытывают наши сограждане, покинув свои дома, тоже включиться в эту миссию и оказать всесильную и всемирную помощь. Уважаемые жители республики, заранее благодарю вас, знаю точно совершенно, что будет всемирный отзыв на эту просьбу. Всего вам самого доброго, дай Бог нам всегда мирного неба над головой. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в Российскую Федерацию жителей Луганской и Донецкой народных республик организован силами партии «Единая Россия». Содействие в организации сбора оказывает правительство Республики Коми. В качестве гуманитарной помощи жители Сосногорского района могут принести в первую очередь это продукты питания: чай, кофе, сахар, также хлебобулочные изделия долгого срока хранения, макароны, крупы, консервы. Из хозяйственных принадлежностей это мыло, шампуни, гели для душа, влажные салфетки, туалетная бумага, полотенца, еще постельное белье, одеяло, подушки. Также для детей это детское питание сухое, пеленки, подгузники, развивающие игры и что-то для школьников: фломастеры, карандаши, тетрадки. В Сосногорске гуманитарная помощь для жителей Донбасса принимается в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу 5-й микрорайон, дом 41. Информацию можно уточнить по телефонам, которые указаны на ваших экранах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Лучшие педагоги городских школ представляют членам жюри, а также учащимся свои теоретические наработки и практические навыки. Первым этапом стали открытые уроки, на которых участники конкурса не только показали свое мастерство, но и постарались творчески подойти к подготовке занятий. Участникам предстоит показать все свое мастерство. В этом году у нас 6 участников. Все они молодые, красивые, энергичные, творческие. И участие для них в этом конкурсе – это опыт, возможность для профессионального роста и развития. Учитель английского языка первой школы Елена Лысенко свой урок посвятила здоровью. Вместе с учениками она разобрала разницу между различными иностранными синонимами, обозначающими состояние человека. Также педагог провела на занятии игры с применениями дополнительной реальности и показала ребятам тематические ролики из ТикТока. Поучаствовать решила, потому что считаю это прекрасной возможностью сделать вызов самой себе, узнать что-то новое, попытаться пересмотреть, возможно, какие-то свои методики в ходе конкурса и в ходе испытаний. И это хорошая возможность вообще для всех молодых педагогов получить прекрасный опыт. В этом году участие в конкурсе «Учитель года» принимают 6 педагогов. В своих школах они преподают как гуманитарные, так и точные науки. Показать себя они должны не только на открытых уроках. Учителя также проведут мастер-классы и круглый стол. Все участники большие молодцы, и мы всегда говорим, что те, кто приняли участие в конкурсе, они уже победители, потому что это настоящий вызов самому себе. На всех уроках преподаватели, участники конкурса продемонстрировали большое профессиональное мастерство. Они показали, как они эффективно и профессионально умеют пользоваться различными средствами, приемами, например, введение лексики, закрепление материала. Присутствовали разные формы работы, и групповые, индивидуальные, и парная работа.
Учащиеся очень активно принимали участие и даже помогали конкурсантам, видя волнение их. В общем, все справились с испытаниями, достойно прошли. Это действительно тернистый путь. Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года» будут подведены в конце февраля. Победитель представит Сосногорский район на региональном уровне. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Совершать добрые поступки и проявлять заботу об окружающих может каждый. Но далеко не все помнят, что человеческое тепло нужно не только людям, но и братьям нашим меньшим. Ежегодно Совет молодых ученых и специалистов Сосногорского газоперерабатывающего завода проводит акцию «Дай лапу, друг». В рамках акции проходит сбор денежных средств, корма и теплых вещей, которыми можно утеплить домики для животных. Чем мы можем помочь с вами, жители нашего города? В первую очередь, это быть ответственными и стерилизовать своих питомцев, не выпускать на самовыгул. Во-вторых, это приютить животное с передержки. В группе ВКонтакте «Дорога домой» выкладываются фотографии животным, которым можно подарить новый дом, привезти корм или игрушки, а также финансово помочь в лечении. Сегодня вашим верным другом может стать не только маленькие котята или щенки с передержек, но также взрослые животные. Мы с вами не можем помочь всем животным, но можем хотя бы помочь одному. На минувшей неделе заводчане вместе со своими детьми побывали в приюте Ухтинского благотворительного фонда «Добрый город». Он был создан силами волонтеров и неравнодушных жителей. Существует благодаря пожертвованиям. На сегодняшний день в приюте находится около 300 собак, которые нуждаются в заботе, уходе и новом доме. Поддержка нам нужна. Я очень рада, что ваш завод первый раз к нам приехал. Я надеюсь, что он будет приезжать еще, что будут постоянно у нас волонтеры приезжающие. Оказали помощь заводчане и Сосногорской передержки животных. Молодые специалисты СГПЗ вручили подарки сотрудникам городской ветеринарной клиники, которые также являются благотворительным фондом. К сожалению, в Сосногорске нет приютов для бездомных животных, но неравнодушными жителями нашего города организованы передержки. Сегодня на передержке находится около 40 кошек, а в благотворительном фонде «9 жизней» содержится около 30 собак. Специалистам, работающим с животными, заводчане передали все необходимое для содержания собак и кошек, продукты питания, денежные средства, а также теплые вещи для оборудования жилищ питомцев. Отметим, если вы хотите стать обладателями верного пушистого друга, либо предложить свою помощь, то следует найти информацию в социальной сети ВКонтакте. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В этом году миллионы любителей зимних видов спорта в 40-й раз приняли участие в самой масштабной лыжной гонке нашей страны «Лыжня России». Присоединились к ним и жители Сосногорска. Организаторам вновь пришлось учесть неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. В связи с пандемией пришлось отменить массовый старт. Однако гонка состоялась, и это уже победа, говорят спортсмены. Первая «Лыжня России» у нас проводилась в 1982 году. Соответственно, в этом году мы празднуем 40-ю «Лыжню России». Но с учетом пандемии, конечно, были внесены определенные коррективы в формат проведения мероприятий. Сегодня это только спортивные забеги, массовые забеги, нам пришлось от них отказаться ввиду эпидемиологической обстановки. Но, несмотря на это, у нас заявилось более 70 спортсменов. В этом году на старт вышли десятки горожан. Среди участников как воспитанники Сосногорской спортивной школы, так и ветераны спорта. Также минимальную дистанцию прошли лыжники с ограниченными возможностями здоровья. Замечательные мероприятия, которые из года в год собирают всех любителей лыжного спорта. Хороший праздник получился, народ пришел, улыбается, получает позитивные эмоции, оздоравливается назло ковиду. Честь закрыть 40-ю лыжню России была предоставлена юным сосногорцам. Свои команды выставили все городские школы. Результаты пошли в зачет комплекса «Готов к труду и обороне». Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.